Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Арифа Кабба. Мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Аслана Бжани с президентом России Владимиром Путиным. Президент выразил решительную поддержку действиям руководства Российской Федерации по установлению законности и конституционного порядка. При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества главы государств отметили высокий уровень взаимодействия и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении. Особое внимание уделено темам двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализации инфраструктурных проектов. Разговор носил содержательный и конструктивный характер, отмечается на официальном сайте администрации президента. В ходе разговора Аслан Бжани пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летия Дня Победы и независимости Республики Абхазия. К другим новостям. На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойва Кларом, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелла Машану. С абхазской стороны во встрече принимали участие заместитель председателя СКБ Республики Абхазия Зал Хварский, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авицба и Артур Гагуля. Традиционно основной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 58-го раунда международных женевских дискуссий. Открывая встречу, Ираклий Тужба в очередной раз подчеркнул, что для абхазской стороны вопрос подписания документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией остается ключевым аспектом работы женевских дискуссий. Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, Ираклий Тужба отметил, что она остается относительно спокойной. Цитата: «За прошедший период не было зафиксировано серьезных инцидентов в приграничной зоне. В то же время мы наблюдаем значительную активность сил НАТО на территории Грузии, что вызывает у нас самое серьезное беспокойство», отметил Тужба. Кроме того, Ираклий Тужба подчеркнул, что в последнее время с определенной периодичностью звучат призывы к открытию так называемого второго фронта. В Абхазии подобного рода призывы вызывают обоснованное беспокойство, и мы к этим заявлениям относимся предельно внимательно и серьезно, заявил он. Всеми участниками встречи была подчеркнута необходимость возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал, как одного из важных элементов работы площадки в Женеве. Абхазская сторона в очередной раз выразила готовность к обсуждению данного вопроса. В свою очередь, сопредседатели женевских дискуссий подчеркнули важность продолжения работы по созданию условий для обеспечения прочных гарантий безопасности в регионе. В ходе консультаций также состоялось обсуждение гуманитарных вопросов, связанных со свободой передвижения и других актуальных вопросов предстоящего раунда женевских дискуссий. Проведение 58-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 11-12 июля текущего года. Продолжаем передачу. Во время пребывания в Турецкой Республике министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба провел ряд важных встреч, где не раз была подчеркнута важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификация информационной политики. В международном аэропорту Стамбула Инала Арзанба встретил полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Авицба. Инал Арзанба посетил офис полномочного представителя Абхазии в Турции, где прошло совещание с участием председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурата Махаря. Другими важными мероприятиями в ходе визита министра стала его встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в Турции Алексеем Ерховым. В ходе встречи Арзанба и Ерхов обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Дипломаты акцентировали важность реализации совместных проектов
проекта в рамках функционирования механизма координации внешнеполитической деятельности между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Также отметим, что в Стамбуле состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Арзымба с председателем партии Родины Ватан Догу Перенчеком. В ходе встречи Догу Перенчек заявил: наша главная общая цель – это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас, мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями. Конец цитаты. Перенчек также отметил важность развития диалога между Республикой Абхазия и Северным Кипром. После этих заявлений главы партии Ватан, которую в Абхазии знают по довольно-таки благосклонному отношению к нашей республике, многие СМИ запестрили заголовками по типу «В Турции допустили признание независимости Абхазии». И хотя от официальных лиц или чиновников пока ничего подобного мы не слышали, но, как говорится, капля камень точит. Будем смотреть и наблюдать, во что это все выльется. В нашей сегодняшней передаче обсудить поднятые темы мы решили с политологом Бесланом Хакбом. Предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы поговорить о том, что, как вы знаете, дней 10 назад довольно-таки длительное время находился в Турецкой Республике министр иностранных дел Инал Арзымба, провел там ряд важных встреч. И вообще хотелось бы в целом поговорить, скажем так, о турецком направлении, если это можно так назвать, вот абхазской дипломатии, о том, что бы тут можно было бы сделать, на ваш взгляд. Но что можно сделать в турецком направлении? Если говорить о высокой политике, допустим, самое высокое, скажем, там, возможно, дипломатическое вообще признание Абхазии, вряд ли это случится вообще в современной истории, учитывая события, как развиваются вокруг Абхазии и так далее, и так далее. Потому что, вы знаете, вот, в плане признания Абхазии как суверенной страны будут в дальнейшем нашем развитии много таких проблем возникать. И это не зависит от нас, между прочим, и это не только зависит от нашего даже региона, потому что то, что сложилось вот последние годы, вот мироустройственный порядок, связанное вот с противоречиями, вот конфликтами и так далее, между великими державами, да, пока какой-то порядок не будет, порядок не сложится, вряд ли будет заниматься активно другими конфликтами, как это раньше было. Вот сейчас активно занимаются урегулированием конфликта между Азербайджаном и Арменией, понимаете? И все-таки обращают многие специалисты внимание, что все-таки украинский конфликт на первом месте, понимаете? Вот какого-то продвижения в плане, даже согласно тем договоренностям, которые были достигнуты в 2020 году, никаких продвижений, наоборот, конфликт ухудшается. Понимаете? Это вот что касается Турции. Вы сейчас имеете в виду Азербайджан и Армению, потому что это мы будем связаны в любом случае с этими проблемами, потому что вопрос коммуникации возникнет. Если не в этом году, не в будущем, а через 5-10 лет. Какой статус сторона Абхазии будет занимать в этом вопросе? Понимаете? Абхазия ключевое место в этом отношении будет занимать. И Турция тоже, кстати говоря. В плане признания со стороны Турции вряд ли стоит ожидать, но наладить отношения с Турцией всегда в наших интересах, учитывая нашу диаспору многочисленную. Все-таки, да, у нас большая диаспора все-таки находится в Турции. Мы заинтересованы в приобщении диаспоры к нашим абхазским проблемам, в плане демографии, вообще социально-экономического развития. Если это все случится, это в наших интересах. И в этом отношении связи наших политиков с Турцией надо приветствовать. Понимаете? А вот ожидать, что вот какие-то прорывные отношения, вот какие-то случаи произойдут в плане вот хотя бы частичного, вы знаете, признания нашего политического статуса, вряд ли это случится. Все-таки Турция, знаете, у них более выгодно, более в их интересах наладить отношения с суверенной Грузией, чем с суверенной Абхазией в нынешних условиях, потому что так и будет находиться долгое время. А так, мировая практика показывает, между прочим, наладит отношения, социально-экономические связи в плане гуманитарного характера, такие, где имеют место конфликты, такие связи налаживаются. Да, вот в этом отношении какие-то прорывные вещи могут произойти в турецком направлении. Мы в этом заинтересованы, и такие вот поездки надо приветствовать. Да, но на ваш взгляд, вот вы правильно отметили, вот если даже не стоит каких-то глобальных перемен, там, признания независимости, но, как вы правильно сказали, все мы знаем, что в Турции проживает огромная абхазская диаспора. Вот с этой точки зрения, как вам кажется, были ли вообще такие примеры в истории, когда диаспора могла влиять на потепление отношений, вот так можно работать?
Когда говорят о диаспоре, есть даже успешная деятельность диаспоры, когда даже страну построила. Вы знаете, вот после окончания Второй мировой войны, вот эта диаспора еврейская, вот израильская, да, она из ничто, конечно, Советский Союз помог, Сталин помог, но тем не менее все равно страну это построила. Это надо вообще в качестве образца иметь в виду. Вы знаете, надо признать наши упущения в этом отношении. Вот я помню, до войны мы говорили, что вот привлечение вот наших вот братьев, да, из Ближнего Востока, из Турции и так далее, это мешает сложившаяся система, советская политическая система, не позволяющая вот наладить какие-то связи. Когда эти связи уже сложились, в этом отношении много проблем, которые возникают. Я бы хотел, чтобы вообще-то в нашей стране какая-то община, диаспора сложилась, и они были бы обеспечены в плане обустройства тоже. Вот. Я не говорю в качестве образца Израиля, потому что это другая страна, другие возможности, другие ресурсы. Но в этом плане тоже, да, решение наших демографических проблем мало что нам удается. В этом отношении много упущено, надо все это наверстывать, понимаете? Потому что все-таки это как можно привлечь диаспору? Прежде всего, люди, которые приезжают, они должны быть обустроены работой, вот, в бытовом отношении. Понимаете, это приехавший человек не может оказаться со своей семьей вот, в качестве безработного и в поисках вот, как-то себя обустроиться. Да? А если была бы программа, допустим, чтобы хотя бы один район, хотя бы одно село в честь такую привлекательную, такую обустроенную построить бы со многими возможностями, как это делает вообще-то Израиль, да, вот в некотором смысле. Если бы нам это удалось бы, это было в качестве образца привлечения нашей диаспоры, можно было и такие вопросы решить. Но, учитывая наши ресурсы, наши возможности, вряд ли вот в ближайшее время это возможно. Но держать связи, вот, привлекать по возможности, это необходимо сделать. А вы также упомянули о том, что азербайджано-армянский конфликт ухудшается, хотя вроде декларативно мы видим другие вещи, да, вот как будто бы наоборот там идет развязка. Вот в чем вы видите ухудшение? Ухудшение происходит, я вам объясню почему. Потому что когда начался процесс вот, налаживания коммуникации, много проблем начало возникать. И в последнее время в этом отношении в конфликт включается активный Иран, потому что то, что происходит в налаживании отношений между Азербайджаном и Турцией, с привлечением этого района, который называется Зангизурский район, да, вот этот коридор. Зангизур, да? Да, ну, синих называют армяне. Вот, без привлечения Ирана вряд ли случится. Ирану это очень не устраивает, как это все происходит. В этом отношении конфликт происходит и между Азербайджаном и Ираном. Вообще-то последний год, год-два, сильно ухудшилось отношение между Азербайджаном и Ираном. Очень на самом низком уровне вот, в современной истории, можно сказать, учитывая, что вообще самая подавляющая часть азербайджанцев вообще-то проживает в иранском Азербайджане. Вот видите, вот такие проблемы, возникающие в плане коммуникации, в плане обеспечения безопасности Нагорного Карабаха, там ухудшается ситуация. Проблема возникает вообще-то статуса Карабаха. Мы как-то подумали, что этот вопрос решен, а оказывается, он не решен. Я вам напомню, что вот на Нагорном Карабахе, несмотря на то, что вот, часть территории, большая часть утеряна, но тем не менее там проживает около 120 тысяч армян. Как с ними быть? Как решить проблему гуманитарного характера? Понимаете, это вопросы, которые, я уверен, что годами будут решаться, хотя прорывные вот, движения, вот, некоторые направления, например, в турецком, да, вот, встречаются руководители стран между Турцией и Арменией, премьер-министры приглашают. Частые встречи происходят в Вашингтоне, в Москве, вообще-то в Европе, но все-таки очень много проблем, и этот конфликт будет сохраняться еще долгие и долгие годы. А еще вы говорите о том, что все-таки конфликт номер один – это то, что сейчас происходит на Украине, да, вот тут как движется ситуация, на ваш взгляд? Конфликт, это тоже отмечают специалисты, которые лучше меня знают, все говорят, что этот конфликт тоже на десятилетие. Буквально вот вчера вышла статья заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, который написал статью для российской газеты, он прямо и пишет, что этот конфликт на десятилетие. Конфликт не завершится даже с окончанием военных действий, потому что речь идет о миропорядке, мироустройстве в будущем, потому что мир действительно изменился с украинским кризисом. Такого не было в современной истории, потому что каким сложится мир, он будет биполярным, многополярным, однополярным, знаете, много вот, блоков, организаций, которые будут возникать, роль Организации Объединенных Наций, в чем будет заключаться, международных организаций других, растет авторитет
авторитет БРИКС, ШОС. Понимаете, вот все это говорит, что миропорядок будет совершенно другой, и наверняка противоречия, особенно между великими державами, будут сохраняться долго. И поэтому мы должны тоже, кстати, учитывать все это, да, вот в решении наших проблем, абхазских. Мы, конечно, не игроки глобальные, но тем не менее надо учитывать, что все, что у нас вокруг происходит, Кавказа, в плане вот, налаживания отношений, в плане решения вопросов коммуникации и так далее, и так далее. Потому что без Абхазии такие проблемы полноценно вряд ли удастся решить. Ну а вот, допустим, острая фаза конфликта, вот есть хоть какие-то предпосылки, что она спадет? Это может произойти, если вдруг западные страны, как мы называем коллективный Запад, окончательно уже убеждается, по-моему, что военным путем этот вопрос не решить. Это первое. Украина потеряет часть своих территорий, в этом тоже почти все признают. А вот каким будет выглядеть, вот чем это, из какого военного, вот на полях сражений, вот на поле боя, как из этого состояния, в каком состоянии вот выйдут конфликтующие стороны, вот я имею в виду прежде всего и коллективный Запад, и Украина, и Россия. Еще неизвестно. Многие говорят, что вряд ли в ближайшие годы военные действия будут остановлены. Хотя некоторые политики на Западе крупного масштаба, например, бывший президент США понимает, что на территориальные уступки надо пойти, чтобы решить этот конфликт. Понимаете, вот очень много таких противоречий глобального характера вокруг Украины. Вряд ли это решится в ближайшие годы. Потому острую фазу пока мы это будем переживать еще, к сожалению. И теперь уже возвращаясь к нашей тематике, вот объявлен 58-й раунд женевских дискуссий, который будет 10-11 июля проходить. Все-таки вот в чем важность этой площадки для нас сейчас, вот в сложившемся миропорядке, на ваш взгляд? Если нам удастся, вообще-то надо участвовать в этих дискуссиях женевских, потому что это единственная площадка, вот в такой формат, где мы можем заявить о себе на международных форумах, да, вот в форматах. Другого нет. Учитывая, что все-таки участие Абхазии, мы должны быть заинтересованы, потому что Грузия и Абхазия это соседи, да, гуманитарного характера всегда проблемы будут возникать. А как эти вопросы решат? Вот на таких форматах. И поэтому это надо поддерживать. Но знаете, ожидать, что вот в плане решения какие-то судьбоносные для Абхазии в рамках женевских дискуссий не будут решаться и никогда не разрешиться. Потому что я вам еще раз говорю, что практика показывает, где возникают конфликты международные, межнациональные, конфликты, как правило, между прочим, всегда разрешались великими державами. Только вот если вы интересуетесь изучением истории Организации Объединенных Наций со дня учреждения, ни один международный конфликт, который был разрешен только силами ООН, такого не было. Конфликты всегда разрешались великими державами. Так и произойдет и в нашем случае тоже, при активном участии только Российской Федерации. Но имейте в виду, что другие вопросы, которые возникают между Абхазией и Грузией, вот в этих форматах необходимо ставить и решать. И в этом отношении всегда надо принимать участие, вообще и приветствовать, потому что я еще раз говорю, что других площадок для Абхазии нет. Это надо использовать, и использовать все ресурсы, которые имеются вот в рамках этих дискуссий, которые необходимо решить для нашей страны. То есть правильно ли я понимаю, что подписание соглашения о неприменении силы ждать не приходится, но, например, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности там обсуждать Я не верю, можно? что вообще Грузия пойдет на такой шаг, что по отношению к Абхазии такой вообще возьмет на себя ответственность, что не применит силу. В плане подписания каких-то договоренностей, потому что это будет означать фактически признание, во-первых, вины за все, что происходило, допустим, в 2008 году, и признание, практически частичное, хотя бы признание со стороны Грузии по отношению к Абхазии. Понимаете, мир так, вообще политика Грузии так складывается, такая политика ведется, что я не верю, что нынешнее политическое руководство, да и в ближайшие десятилетия, скажем, будем честны, вряд ли политика Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии изменится. Мы будем еще долго находиться в конфликтных таких отношениях, и благодаря России мы, слава Богу, нет военной конфронтации, мы должны такое положение сохранить. И, конечно, в этом отношении надо использовать женевские дискуссии тоже. Большое спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. На этом все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.